Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В Якутии во всех земледельческих улусах началась уборочная кампания. Какие урожаи собирают аграрии региона и какого качества полученная продукция, расскажет гость студии Петр Попов, первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Петр Иванович, здравствуйте. Добрый день. Давайте в целом начнем разговор с того, какова урожайность в целом по республике и удалось ли справиться с планом. Ну, нужно отметить, что на сегодня рано еще говорить об урожайности, так как уборочная кампания только началась. Сельхозтоваропроизводители республики в этом году должны убрать зерновых культур с площади свыше 10 тысяч га, картофеля во всех хозяйствах с площади свыше 6 тысяч га и овощей открытого грунта с 1200 гектаров. План задания доведено до всех улусов: собрать зерна свыше 12 тысяч тонн, картофеля более 70 тысяч тонн и овощей свыше 30 тысяч тонн. На сегодня убрано зерна с площади 106 гектаров, картофеля собрано с 500 гектаров и овощей открытого грунта со 106 гектаров. Ну, это предварительные цифры. По мере продвижения уборочной кампании урожайность, соответственно, меняется. Ну, нужно отметить, что сегодня самым сдерживающим фактором является, безусловно, это природные условия, то есть дожди, которые не прекращаются. Давайте об овощах, наверное, поговорим подробнее. Какими овощами регион обеспечивает себя самостоятельно и каков потенциал у наших аграриев? Да, нужно отметить, что традиционно сельхозтоваропроизводители нашей республики выращивают картофель. А из овощей открытого грунта это морковь, капуста, свекла. Наш регион не полностью обеспечивает себя вышеназванными овощами и картофелем. Уровень самообеспеченности картофелем остается около 60%, а овощами 35%. Но, тем не менее, в последние годы отрасль растениеводства развивалась достаточно динамично, за исключением 2015 года и последних 3 лет, когда значительный ущерб развитию отрасли нанесли засуха, неблагоприятные условия в вегетационный период. По итогам 2021 года площадь пашин в обработке равен 52 тысячам гектарам. В том числе посевная площадь сельхозкультур во всех категориях хозяйств составила 46 тысяч гектаров. Агропромышленный комплекс республики Саха-Якутия функционирует в зоне рискованного земледелия, что обусловлено не только суровыми природно-климатическими условиями, но и крайне неблагоприятными для выращивания зерновых и большинства видов овощных культур свойствами почв. В этой связи для республики характерно остается животноводческое направление сельхозхозяйства. Экстремальные природно-климатические условия Якутии стали природной лабораторией по селекции уникальных пород табунных лошадей и якутского скота. Давайте поговорим насчет культур. Какие культуры и где на сегодня убрали в первую очередь? В первую очередь приступает к уборке зерновых культур. Они убираются, яровую пшеницу сейчас убирают. Обычно однофазную уборку проводят в начале полной спелости при влажности 18-19%. При этом уборка должна завершиться в течение 5 дней. В противном случае возможен перестой посевов, который ухудшает характеристики урожая, это как снижение стекловидности, ухудшаются мукомольные, хлебопекарные и посевные свойства. В республике к уборке пшеницы приступили в Амгинском районе, в Уселданском районе и в Мегино-Кангаласском. Что касается овощных культур и картофеля, до начала холодов сельхозтоваропроизводители должны будут убрать все культуры. А все ли крупные хозяйства имеют свои овощехранилища? Как Минсельхоз помогает со строительством таких овощехранилищ? Имеющиеся на территории республики хранилища для картофеля и овощей были построены преимущественно в 80-е и 90-е годы, которые в настоящее время изношены или не подлежат дальнейшей эксплуатации, что, безусловно, отрицательно сказывается на качестве семенного и товарного картофеля и овощей. Для реализации указа главы республики от 2018 года номер 232 о стратегических направлениях развития сельского хозяйства республики необходимо ежегодно до 2024 года ввести в эксплуатацию не менее 3 картофеля и овощехранилищ с общей мощностью единовременного хранения 1500 тонн. Нужно отметить, что начиная с 2017 года введены в эксплуатацию одно картофелехранилище мощностью 1000 тонн в Намском районе
7 картофелехранилищ с объемом хранения по 500 тонн в Алёгминском, Хангаласском, Черепчинском улусах и в поселке Маган городского округа, город Якутск. В 2020 году начато строительство овощехранилища на 500 тонн в Амгинском улусе и реконструкция отсека по хранению картофеля на 2500 тонн для акционерного общества Туймада Агроснаб. Ввод данных объектов состоялся в 2021 году, и общая сумма господдержки по данным переходящим объектам составила 45 миллионов рублей. Нарастающим итогом за 2017-2021 годы с учетом планируемого ввода текущего года введены в действие овощехранилища с общей мощностью 7000 тонн. Это составляет 70% от плана. А как ведется контроль за содержанием в овощах пестицидов и агрохимикатов? Да, хороший вопрос. Но Минсельхоз не имеет полномочий по контролю за содержанием в овощах пестицидов и агрохимикатов. Федеральный государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в части соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельхозпродукции осуществляет Россельхознадзор. А есть ли какие-то стандарты качества продукции? Да, безусловно, есть. Есть показатели качества. Это качественная и количественная характеристика любых свойств продукции. Они могут быть прямыми и косвенными. Прямые показатели непосредственно характеризуют пищевое достоинство, доброкачественность или технологическую ценность. Например, содержание сахара в винограде, жирность в молоке. С помощью косвенных же показателей можно судить о качестве продукции по взаимосвязи между отдельными ее свойствами. Например, по стекловидности зерна судят о выходе и качестве муки. Продукция считается доброкачественной, если по всем показателям она соответствует стандарту. Госстандарты, так называемые ГОСТы, обязательны к применению на всей территории страны. Устанавливаются они на наиболее важные виды продукции. Это зерно, плоды, овощи, мясо, и утверждается госстандартом. Государственный надзор за соблюдением стандартов и качеством сельхозпродукции осуществляет Роспотребнадзор. Петр Иванович, а изменился ли подход в целом по посевной? Были ли в прошлом году внесены какие-то корректировки в план посадок по каким-либо причинам? Это, возможно, погодные условия, научные эксперименты. Может, посадка каких-то культур в этом году была расширена? Да, агротехника посевных работ не меняется. Единственное, можно сказать, совершенствуется посредством технической модернизации, то есть приобретения энергонасыщенной техники. В республике 16 хозяйствами из 7 земледельческих улусов, имеющими более 300 га посевов зерновых культур. В 2021 году посеяно всего 8,5 тысяч га зерновых, что составляет около 91% от общей площади посева зерна республики. В этих хозяйствах имеется на сегодня 57 тракторов с тяговой силой 2 и выше, из них 29 единиц выпуска после 2010 года, остальные 28 устаревшие трактора с советских времен. Из имеющихся 45 зерноуборочных комбайнов только 21 единица производства позднее 2010 года. Нужно понимать, что для обработки существующих посевных площадей и снижения энергозатрат на единицу обрабатываемой площади необходимо ежегодное обновление данной техники. А реализуются ли научные разработки НИИ сельского хозяйства региона в крупных хозяйствах и фермерских усадьбах? Да, у нашего научного института сельского хозяйства научных разработок достаточно. Вкратце могу сказать, что уже несколько лет реализуется научная разработка по кормопроизводству в Сунтарском улусе, это в животноводческом комплексе Крестях, в Намском улусе, в фермерском хозяйстве Даина и прочее. Кроме того, ежегодно реализуются оригинальные семена сортов картофеля зерновых культур, выведенные нашими учеными как сорта картофеля якутянка, северный, тулунский ранний, сорта зерновых культур — это пшеница покровская, перленская 19, овес веленский, покровский и рожь чалбон. А как обстоят дела с семенами? Имеется ли свой семенной фонд или большая часть приходит из других регионов или, может, даже где-то из-за границы? В республике в этой части создана сеть специализированных семеноводческих хозяйств, входящие в федеральный реестр семеноводческих хозяйств. Это производством элитных и репродукционных семян занимается
семеноводческие хозяйства, из них 6 производством семян высших репродукций зерновых культур. Первичным семеноводством занимается Якутский научный институт сельского хозяйства и общество с ограниченной ответственностью «Наука». В 2021 году для получения элитных семян зерновых культур посеяно всего 281 гектар суперэлитными семенами. Для получения репродукционных семян первого поколения, так называемых РС-1 семян, 4,5 га, репродукционных семян РС 4,5 га тоже, тысяч га. Для получения элитных семян картофеля посажено семенами суперэлиты 110 га, элитных семян 7,5 га, репродукционных семян 246 га. В 2021 году объем произведенного семенного картофеля составил 148 тонны. Из них реализовано 118 тонн семян высших репродукций. В этом году господдержка предоставлена 26 хозяйствам на приобретение около 600 тонн элитных и репродукционных семян картофеля и свыше 100 тонн семян зерновых культур. Как я выше отметил, общество с ограниченной ответственностью «Наука» осуществляет работы по размножению оригинальных семян районированных сортов сельхозкультур в республике, суперэлитных семян районированных сортов сельхозкультур. Это картофель, зерновые и кормовые культуры на полях Хангаласского и Ангинского улусов. Суперэлитные семена переданы под урожай 2022 года в объеме 35,5 тонн картофеля, 73 тонн зерновых культур, 1 тонны кормовых культур для распределения в госбюджетное учреждение службы земледелия Республики Саха-Якутия. И с 2022 года предоставлена субсидия на финансовое обеспечение части затрат семеноводческим хозяйствам на производство элитных и репродукционных семян сельхозкультур в размере 5000 рублей на 1 гектар посевной площади зерновых культур, также на конкурсной основе. Ну и в конце нашей беседы, конечно, хочется спросить, какие планы на будущий летний сезон по посадкам культур? Да, планы посевных работ на будущий сезон имеются у сельхозтоваропроизводителей. И данный план нужно отметить, что не меньше, чем в этом году. После сбора урожая традиционно проведем нашу выставку-ярмарку продовольствия 2022, кстати, приуроченную к столетию автономии республики и столетию Министерства сельского хозяйства. Вместе с агрономами посчитаем семенной баланс под урожай 2023 года и будут приняты решения по увеличению или корректировке структуры посевной площади сельхозкультур. Петр Иванович, спасибо вам большое, что пришли, ответили так подробно на все наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.